Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители и сянмесес. В эфире программа «Бергаляп Иряник», программа для тех, кто любит учить слова на татарском языке. Сегодня у нас в гостях по традиции две команды, с которыми я вас с удовольствием знакомлю. В первой команде Амирхан и его папа Ирик. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. И Демид вместе с мамой Дианой. Здравствуйте. Амирхан ласковый и очень чуткий ребенок, близко к сердцу принимает чужую боль и эмоционально ее переживает, при этом сам очень любит шутить и смеяться. Он истинный любитель лего, сборка городов, машин, самолетов, всяких роботов могут занимать его часами. Как всякий мальчишка, Амирхан любит проводить время вместе с папой, играя в футбол и катаясь на велосипеде, самокате или сноутюбе. На регулярной основе он занимается плаванием, никогда не откажется сходить в гости и попробовать вареники Делани и Баба, и также занимается ментальной арифметикой. Давайте посмотрим на экран. 90. Минус 10. Минус 10. Минус 50. Минус 50. Плюс 30. Плюс 30. 60. Амирхан, расскажи, сложно ли заниматься ментальной арифметикой? Как проходит вообще? Как считают? Легко. Легко. А как получается считать? Ты как-то в уме складываешь и отнимаешь цифры? Или есть какие-то специальные приспособления? Ну, в уме И на счетах специальных. и на счетах специальных. А в будущем кем хочешь стать? В будущем хочу стать... Не знаю. Не знаешь, ну потому что увлечений очень много. Ирик, а как все успеваете? Столько занятий и все в одно время? Ну, постараемся планировать. То есть четкий график? Есть четкий график, да. То есть, что касаемо занятий, то по ним четкий график, а все остальное свободное время он проводит как хочет. Как желает. Почему выбрали ментальную арифметику? Потому что ему с детства удавалось считать, и мы решили вот это умение его как бы развить, да. Огромное спасибо, я вам желаю удачи. Давайте знакомиться с еще одним очень интересным героем нашей программы. Его зовут Демид. Демид очень творческий мальчик, он любит музыку, петь и танцевать. Посещал школу вокала и хореографии, ходит в школу для малышей, где с удовольствием изучает английский язык, рисует и делает поделки. Также в своем юном возрасте он принимает участие в рекламных съемках и модных показах. И в то же время Демид увлекается спортом и с удовольствием посещает школу футбола и дома показывает мастер-класс папе и дедушке. А в будущем, как и дедушка, хочет стать полицейским. Демид, кем хочешь стать в итоге? Полицейским или фотомоделью? Полицейском. Полицейским, а почему? Потому что я представляю утром полицейском. А ты проводишь день как полицейский настоящий? Ну да. Да? То есть вместе с дедушкой? Да. И форму его примеряешь? Нравится? И расскажи, сложно ли вообще сниматься в фото- и видеорекламе? Нет. Нет? То есть просто встал перед камерой, сфоткался и Да. прошел по подиуму? Да. Молодец. Диана, расскажите поподробнее о вашем сыне. Ну, Демид у нас разносторонний действительно мальчик, он как бы и увлекается и спортом, и танцы ему очень нравятся. То есть нет что-то, чтобы нравилось ему особенно, то есть вот он увлекается всем. И на вокал с удовольствием пошел, потому что мы смотрим, он каждый день у нас там и на улице, и дома что-то поет, подтанцовывает, и мы решили все-таки посмотреть, есть ли у него действительно эти способности. И то есть отдали туда. Ну, а спорт он всегда нужен, и поэтому как бы физическое развитие у нас... Мы вот почему-то выбрали футбол. Ну, ему нравится, поэтому мы решили продолжать. А другие виды спорта не пробовали? А другие виды спорта пока не пробовали, но планируем. Вот с 5 лет в основном везде берут, поэтому как бы пока так. Ну, все еще впереди. Я вам желаю удачи. Огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Мы познакомились с нашими участниками. Давайте начинать нашу программу. Тема сегодня – детская площадка. В эфире первый тур нашей программы. По традиции участникам предстоит услышать рассуждения детей, которые говорят о различных предметах, находящихся на детской площадке. А ваша задача узнать просто, о чем идет речь. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Амирхан, Демид, вы готовы? Угу. Давайте смотреть внимательно. У нас есть садики-песочницы, их
их там штук 6. И их на ночь закрывают специальной крышкой. Он сделан из разных камушков. Он бывает с камушками и без камушков. Мне нравится без камушков, потому что и еще мокрый бывает и сухой. Мне нравится мокрый, потому что с ним можно делать разные куличики. Мне они очень нравятся. Из него можно делать формочки, домики такие вот. Он светло-коричневого цвета. Еще он бывает на пляже, и из него можно лепить куличики и замки. Он бывает морской и речной. Итак, Амирхан, из чего же можно лепить куличики? Из песка. Из песка. Это правильный ответ. Песок по-татарски хом. Продолжаем с Демидом. Смотрим внимательно на экран. Оно бывает разных цветов. Оно такое красивое. Бывает и с блестяшками. У меня без блестяшек, и оно красное. Оно бывает круглое. И туда набирают песок, а взрослые туда набирают ягоды, грибы или воду. Я люблю очень из него делать разные фигуры. В нем можно набивать песок, потом переворачивать, вот так вот стучить, потом так вот открывать, а там уже формочка. Когда-то я его просто так делаю и потом подровняю, если криво получилось. Итак, Демид, Диана, о чем же идет речь? В чем же так любят дети таскать песок, а взрослые ягоды и грибы? Демид, как ты думаешь? Диана, помогайте. Ведерко, наверное. Не наверное, а совершенно верно. Это ведерко. Ведерко по-татарски щиляк. Мы продолжаем с Амирханом. Амирхан, смотрим внимательно. У детей оно бывает маленькое, а у взрослых оно бывает большое. Еще оно бывает пластиковое. У него палочка и такая штучка. Можно с ним копать песок детям летом. А для взрослых летом можно из него копать землю. Дети всегда с ним пользуются на песочнице. Моя Амина любит с ним играть. Все, я с ними играю, и другие. Все дети играют с ними на песочнице. Итак, Амирхан, как же ты думаешь, чем любят играть все дети на песочнице? Этим предметом можно копать. Лопатка. Это лопатка. Совершенно верно. Лопатка по-татарски кырек. Продолжаем с Демидом. Демид, внимательно смотрим. У них есть сеточка, которая держит такую палочку. И на эту палочку садятся. Они с такими вот веревочками, потом с такими вот стульчиками. Их можно встретить на детской площадке. Вот так вот раскачиваться. Ноги вверх, когда поднимаешь ты вот так вот. А ноги опять вниз, когда вот туда вот назад. На них сильно нельзя раскачиваться, потому что можно упасть. Еще надо крепко держаться, когда качаются. Еще они бывают двухместные. Я с ними очень люблю кататься. Когда меня папа сильно раскачивает, я держусь. Я хотел бы взлететь на крышу нашего дома. Демид, как ты думаешь, что же это такое? Ну, о чем мы раскачиваемся, катаемся? Качели. Качели, совершенно верно. Качели по-татарски даган. На очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы отвечаем по традиции с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. Так, родители могут помогать нажимать. Но для этого сначала нужно досмотреть видеосюжет до конца. Кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Готовы?
Да, вот так вот они пищат. Смотрим на экран. Этой вещью играют мальчики, а девочки нет. Она бывает разных цветов. Там бывают два цвета в этом виде. В основном они пластмассовые. Для детей он бывает маленьким. Еще она бывает большая у взрослых, и она перевозит песок или какие-то материалы. А детишки играют в песочнице. У них бывает много колес, но только не два. Вот так вот свой багаж так вот опускают, потом так вот песок или камушки спускаются. Итак, о чем же говорили наши дети? Амирхан был первым. О КамАЗе. О КамАЗе. Хорошо. А КамАЗ это что? КамАЗ – это где перевозят песок. Ну, по-другому как называется? Ирик, помогайте. Игрушечный грузовик. Грузовик. Именно так. Именно это слово мы загадали. Аплодисменты. Это правильный ответ. Грузовичок, по-татарски ек машинасы. И в первом туре со счетом 3-2 побеждает Ирик и Амирхан. Я вас поздравляю. В эфире программа «Бергалап Иряник». И прежде чем продолжить, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Амирхан, как будет по-татарски песок? Ком. Ком, дырыс. Демид, как будет по-татарски ведерко? Шияк. Щиляк, совершенно верно. Амирхан, лопатка. Карак. Кряк, умница. Демид, качели. Бахан. И, Амирхан, тебе слово грузовичок. Ек машинасы. Абсолютно верно, ек машинасы. Мы продолжаем нашу программу. В эфире второй тур, который называется «Истеколдер». Запомни. И само название говорит о правилах. Ваша задача, уважаемые команды, запомнить расположение слов, точнее графических их изображений на нашем экране. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, я буду задавать вам вопросы. Если вы готовы, а вы готовы? Готовы. Тогда Готовы. запоминаем, смотрим внимательно на экран. Итак, время вышло, и начнем мы с Амирхана. Амирхан, в какой ячейке, под каким номером находится песок? Ком. Под номером 5. Под номером 5. Ирик, вы согласны? Да. Да? Под номером 4. Или, так, подожди, 5 или 4? 4. Уже поменял вариант. Хорошо, я его принимаю. Действительно ли песок находится под номером 4? Давайте вместе посмотрим на экран и проверим. Действительно, песок находится под номером 4. Молодец, что вовремя поменял свой вариант. Демид, вопрос тебе. Под каким номером находится ведерко, щеляк? На первом. Под первым номером. Диана, вы согласны? Да. Давайте проверять, действительно ли там находится ведерко. Открывайте цифру 1. Молодец, умница. Амирхан, Ирик, под каким номером находится лопатка, коряк? Под 6. Под 6 номером. Давайте открывать и проверять. Под номером 6 действительно лопатка, коряк. Диана, Демид, под каким номером находятся качели, Доган? 7. Под номером 7 подсказывает Диана. Давайте открывать. Номер 7. Там находятся качели. Правильно. А теперь берем игрушки в руки, потому что на очереди 5-й вопрос. Как только я его задам, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Хорошо? Родители, вы можете помогать. Внимание, вопрос. Под каким номером находится грузовичок? Ек машинасы. Демид был первым. 2. Номер 2. Уверен? Давайте открывать и проверять. И там действительно находится грузовичок. Ты молодец, похлопай сам себе. Похлопай. Умница. С равным счетом мы заканчиваем второй тур, и все решит третий тур программы «Бергалап Иряник». В эфире программы «Бергалап Иряник» я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Песок, ком, ведро или ведерко, щеляк, лопата или лопатка, крэг, качели, доган,
грузовик или грузовичок, ек машинасы. Уважаемые команды, Амирхан, Демид, сейчас я буду читать вам загадки. Загадки очень простые, и все про то, что мы сегодня выучили. С кого начнем? Амирхан, давай начнем с тебя. Первая загадка для тебя. Я землю копала, ничуть не устала. Кто со мной копал, тот и устал. Лопатка. Лопата или лопатка, совершенно верно. Итак, Демид, следующая загадка для тебя. Когда пустой, бегу легко. Когда загружают, рычать начинаю. Грузовик. Грузовик, молодец, это ек машина, грузовичок. Берем игрушки в руки и на третью загадку будем отвечать с помощью них. Демид, бери их скорее. Кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Внимательно слушаем загадку. Вверх-вниз, вверх-вниз, мы взлетим, как стая птиц. Вознесемся к небесам, прикоснемся к чудесам. А вернемся мы назад, попадем снова в сад. Отгадай-ка ты скорее, что качает нас? Кто быстрее? Амирхан чуть-чуть опередил. Качели. Качели, молодец. Демид, а у тебя какой вариант был? Тоже качели? Молодец, я тебя тогда тоже поздравляю. На этом третий тур нашей программы завершен. Всем участникам нашей программы мы дарим памятные подарки. Я надеюсь, что вы будете пить чай или кофе и вспоминать с теплотой нашу программу. Еще раз вам наши аплодисменты. С вами было очень интересно играть. На этом наша программа подходит к концу. Тугантель инг тотлетель, тугантель инг темлетель. Тәмле дип тәнлең йотма, туган телне онотма, дип язган Шаукат Галиев. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня мы с вами прощаемся. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.